Я со средней школы номер 3 из города Волчи приехала учитель математики. Меня зовут Дугуля Сумбековна. Сегодня, ребята, давайте у нас поднимем дух ваш. Кто с работой дружен? Нам сегодня нужен? Кто с учебой дружен? Нам сегодня нужен? Да. Кто с математикой дружен? Нам сегодня нужен? Да. Таким ребятам слава и честь. А такие ребята у нас есть? Есть. Спасибо, ребята. Сегодня мы обобщим и закрепим тему на сложении и вычитании дробей с разными знаменателями. Цели поставлены. Ваша задача сейчас, ребята. Вот. Ребята, смотрите. Чтобы выполнить сложение или вычитание дробей с разными знаменателями, нам нужно что сделать? Ваша задача сформулировать алгоритм действий. Алгоритм действий. Первое, кто мне ответит, что нужно сделать для сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. Так, Оскар. Нужно сперва найти общий знаменатель, наименьший общий знаменатель, потом затем надо будет... Подожди. Так, второе действие. Молодец. Первое действие – это у нас найти наименьший общий знаменатель. Хорошо, дальше. Дальше нужно... Так, садись. Алиса. Дальше нужно найти дополнительные множители. Молодец. Хорошо. Третье. 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 Так. Мария. Нужно умножить дополнительные множители на одно число. Хорошо. Молодец. Так. Четвертое действие. Аделя. Дополнительные множители надо умножить на числитель, и затем получившееся произведение надо сложить с каждой дробью. Хорошо. Все, ребята. Хорошо. Видите, да, можете видеть на экране? Да? Еще кто что может дополнить. Пятое действие. Если, например, ребята, знаменатели, заметите, что рациональные дроби вам непонятны, да? Что с ними нужно сделать? Разложить на множители. Молодец. Разложить на множители. Молодец. А теперь, используя данный алгоритм, нам нужно выполнить действие следующее. Так, смотрите. Сложите дроби. Второе, выполнить вычитание дробей. И третье, упростить выражение. На доске. Первое прелест пойдет, да? Можно помнить. Ребята, сегодняшнее число написали, да? 26. Пока выполняем. Первое он выполнит. Второе. Выполнить вычитание. Вычитание дробей. Альян. На этой доске. Да. Не ждем, кто быстрее выполнит домой. Оценка. Не ждем. Проверим как. Общий знаменатель нашел правильно, да? 21 минус b. Так, что? Чего не хватает? 4 минус. И там что за b? А b в какой должно быть цифре? Внимательно. b в квадрате. Дальше. Еще какие-нибудь действия есть?
А что ты тогда равно поставил? Так, хорошо, молодец. Они неподобные с ними. Они неподобные? Неподобные слагаемые? Хорошо, садись. Так, проверим. Значит, общий знаменатель молодец, 45 bc, там не хватает 3c. 3bc плюс 6c минус 3bc и плюс 5b. Молодец, ошибку нашла. Так, хорошо. Ответ верный. Ответ можно записывать? Молодец, выполнила. Отлично, пожалуйста, получи. Да. Ребята, записываем. Кто еще успел быстрее выполнить? Тогда третье. Нужно упростить выражение. Упростить выражение, ребята. У меня желающие есть. Упростить нужно выражение. Ребята, желающие есть? Можно? Модели пойдем. А квадрат плюс b квадрат на а минус b. Минус b минус а. Первый двойной Ты это правильно говоришь. Первое числители это сумма кубов. Общий знаменатель этих дробей будет а минус b. Тут дополнительный множитель будет. Сейчас тут дополнительный множитель 1, тут дополнительный множитель а минус b. Так, ребята, подожди, Аделя, минуту. Ты допустила ошибку, кто заметил? Посмотрите внимательно на пример. Она разложила а квадрат плюс b квадрат на две скобки. Это верное выражение или неверное? Кто мне скажет полный ответ? Ну-ка. Так, Адель, скажи, что она неправильно сделала? Замечание. Неправильно. Ну, громче, громче, мягко. Хорошо, молодец. Садись, сиди. Молодец. Значит, запомните, ребята, это не относится к формуле сокращенного умножения или к формуле разности. Это квадрат. Поэтому, Аделя, а квадрат плюс b квадрат не раскладывается на эти две скобки. Так и остается без изменений. Нет, дополнительные множители правильно. По алгоритму работаем, да? Дополнительные множители умножить.
допустила ошибку в знаменателе. АБ. А минус А b. минус Б. Тут получится АБ квадрат. А деленное на А минус Б. Так. Ну-ка, Адель, отойди. Так. Посмотрите внимательно, правильно ли она выполнила. Правильно ли она собрала? Ну-ка. Имя решай. Подожди, Адель, посмотри внимательно. b квадрат не может будет b квадрат плюс b, Правильно, они не складываются. Почему? потому что Потому что b квадрат Правильно, как надо говорить, на нее видно. так как первая без степени, а вторая в Надо говорить, верно, ребят, запомните, что это неподобные слагаемые. Правильно? Значит, b квадрат плюс ba так и остается. b квадрат плюс ba. Дальше что можно сделать? Только заменить скобку Б. Сюда, на эту сторону. Б. Б плюс и А минус Б. Вот теперь верно. Спасибо. Записали, ребята? Нам нужно приступить к следующему заданию. У нас видимо, а теперь мы сделаем работу по учебнику. Открываем страницу 23. От 95. У кого старая книга 95Б, у кого старая новая книга 96Б. Нужно представить в виде дроби. Записываем. К доске. К доске. Мария. Да, вот эту сторону. Ребята, не ждем, выполняем, чтобы быстренько выполнить. Адель, тебе замечает? Смотри, дробная черта должна стоять посередине какого равенства равно. Хорошо? Чтобы в тетради это было ровно. Так, молодец. Хорошо. Молодец. Нужно разложить разность квадратов. Напомни формулу, Мария, отдельно вот в этой стороне. Чему равна разность квадрата? Сил. Молодец. Формула разности квадрата. Используя данную формулу, надо складывать на 2, на 2 скобки. Данные скобки
подожди. Так, кто замечание не сделает? Внимательно посмотрите. А чем отличаются? Тут мы поменяли местами. Тут А минус 6, здесь А плюс 6. А там у тебя Там там 6 6. минус А. А нужно что в этом случае сделать? Нет. Ага. Пока дополнительно не убрала. Сейчас, если она не ответит, ответит. Работаем, ребята, работаем. Так, Мария, не легче ли? Что тебе будет легче выполнять? У кого какие идеи есть? Ребят, Так как у нас здесь минус, а более рациональный способ какой? Первую дробь изменить или последнюю дробь изменить? я все-таки последний. Молодец, сажайте. Значит, первую дробь оставляем. А чтобы изменить знак знаменателя, что должна сделать? А? Чтобы изменить знак знаменателя, что должна сделать? Вместе минус 1. Не может, Умножить наверное. на минус 1. А ну-ка, подожди, Алтынай. Нужно умножить на минус 1. Что умножить? Нужно взять числитель умножить на минус 1. И еще Интеграция поменяется. запомните вам. Числитель и знаменатель мы умножаем на минус 1. Это какое свойство дроби? Какое свойство дроби? Ну-ка, или сможешь ответить? Какое свойство дроби? Это основное свойство. Мгм. Это уже после умножения уже выполнено, да? Минус 1. Я не ставлю. И здесь минус. Давай, чтобы ребят не задерживать, Мария, мы вот так сделаем. Правильно. Значит, вот эту скобку ты должна умножить на минус 1, и это тоже умножить на минус 1. А потом здесь что у нас поменяется? Знак будет. Перед этой рациональной дробью будет знак минус. Да, вот верно. Теперь да. Равенство поставь и работай дальше. А теперь она должна что найти? Да, сильно. А? Что она должна найти? Общий знаменатель. Молодец, общий знаменатель. Первая формулировка нашего алгоритма. Здесь мы просто умножим. Хорошо, молодец. Как умножить? 6. Закончил? Почему здесь минус 3? Это преобразование 18. Здесь ошибка в конце. Давайте ссылочки. А в квадрате минус А в квадрате плюс 0. 6А минус 3А будет 3А. Молодец. Плюс Отлично. 18. Кристина закончила первое. На 5. У тебя ошибку исправила? Дальше еще что нужно выполнить? Хорошо. Ошибка есть. Ну-ка. Или- Дальше мы задачу на скобку. Молодец. Тоже отлично. И не А потом подумать А плюс 6 сокращение А плюс 6. Получается числители 3. молодцы. Квадратики А минус 6. Хорошо.
схватила, получила 3. Выполняем. Закончили. Ребята, чтобы закрепить нашу тему, я вам предлагаю немного опять от учебника. Отгадайте ребус. Молодец. Кто сказал? Ну-ка, Алиса сказала первая еще. Девочки. Так. Алия сказал. Почему? Почему? Объясни, Алия. Так. Да? А Лидия хочет объяснить. Почему? Погромче. Еще, Оскар, как? Знаменатель получилось в ребусе так как ЗМ это первые две буквы, а следующий енот мы видим то, что О надо поменять на А. Молодец. Значит, и будет знамение, знаменат и Е в конце. Знаменатель. Молодцы, ребята. Это все понятно? Да. Значит, наши данные ребуса как знаменатель. Ребята, я вам предлагаю оценить свою деятельность, да, свой урок последующий месяц. Член комиссии. Да. Значит, плохо понял, вы должны поднять. Я вам дам стикеры, да? Красного цвета, зеленого цвета, понимаю, но нужно еще поработать. И все, что кто хорошо понял, это будет у нас желтого цвета. Значит, первый ряд по одному подходим. Начинаем с леса. Вот подходите, берете, какой вам стикер нужен. Нет, туда лежи, на зеленый. Так, Мария, пожалуйста. На зеленый лежи. Ага. Так. Дальше Кристина. Так, Акмаль. Если ты хорошо понял, взять желтый, если неплохо понял, ну, надо поработать это с зеленым. Если совсем плохо понял, то это красный. Надо поработать дальше. Тизин. Тизин не Айма. Посмотрим. Пойдем. Пойдемте к нациям и Борис. Следующий Оскар, Алиса. Айдай, иди.
оценивая свою деятельность, можете записать домашнее задание. Домашнее задание. Запишите. Так, девочки, председатель. А ты? Девочки, бери такие. Один и Даниэль. Спасибо, ребята, за оценку. Значит, как вы поняли, у нас красный цвет отсутствует, значит, этот материал не понявших нет, да? Значит, второе, это у нас было, надо понимать, кто поработать, у нас получается 10 учеников, да? Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть и 10. Здесь, получается, остальные у нас хорошо. Да? 15. А да, видите, хочешь простить? Суть 98 из следующего раздела. Там идет повторение. Значит, ребята, алгоритм действия при сложении и вычитании с разными знаменателями понятен? Да. Повтори, ну-ка. Первое, но что было? Алиса? Чтобы сложить дроби 2020 с разными знаменателями, нужно сначала предположить наибольшее знаменатель. Наименьшую общую знаменатель. Так. Второе действие это у нас было что? Найти дополнительные множители, Айман. А? Третье действие, Санджар. Третье действие было сложение, вычитание дробей. А нет, хорошо, поработай. Ну-ка. Хорошо, Адель, молодец. И последнее действие, но что было? Так, Эмир. Хорошо. Молодцы. Значит, оценка 5 сегодня. Зарабатывает Алиса, да? Молодец. Так, Мария зарабатывает оценку 5. Вес нужно поработать 4. Так, Эмир получает 5. Девочка у меня. Так, Кристина получает 5. Вот так. Аделя получает 4, да, за урок. И Алия 5. Домашнее задание записали, оценили свою деятельность. Спасибо за урок.